Утром в республиканскую больницу прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он встретился с российскими врачами, которые проводят детскую диспансеризацию в республике. На сегодняшний день осмотрено 21 739 детей. Больше половины из них поставлены на диспансерный учет. В среднем бригада рассматривает от 140 до 160 детей в день. В Абхазии работают 45 врачей из Российской Федерации и больше 60 специалистов среднего и лабораторного звена из республики. 26 тысячам детей выставлены диагнозы и 11 тысячам выставлены первые диагнозы. То есть каждый практически 40%? 40% впервые выставленных диагнозов. Также в рамках вашего поручения провели осмотр маломобильным группам детей. Выявили диагнозы. Это были дети с детскими церебральными параличами, тяжелыми неврологическими патологиями. Кто-то из них требует хирургического лечения? Хирургического лечения нет. Там требуется в основном реабилитация. Детям даны рекомендации необходимые. Планово решаем вопрос. По итогам диспансеризации 5 детей направили на госпитализацию в федеральные медицинские центры. Еще 10 получили направление на стационарное лечение, а остальные пациенты находятся под наблюдением и готовятся к дальнейшей госпитализации. Наиболее часто встречающиеся патологии – болезни опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы, эндокринологические патологии, органа зрения, а также неврология и болезнь органов дыхания. Телемедицинские консультации? Телемедицинские консультации используем повсеместно. На сегодняшний день рекомендовано 32 детям телемедицинские консультации. 14 детям в рамках профосмотров проведены телемедицинские консультации. 7 детям госпитализация в федеральный центр не показана. Остальные госпитализируются и ждут своей очереди. К каждому ребенку относится как к своему. Мы в плотном контакте с коллегами ежедневно получаем всю необходимую информацию. Все детишки осматриваются. Дальше второй этап диспансеризации, телемедицинских консультаций, вызовы в профильные федеральные клиники, обратная связь. Все прекрасно работают. Спасибо вам огромное. Спасибо Российской Федерации. Михаил Мурашко отметил, что необходимо сделать общие рекомендации для системы здравоохранения и в том числе для образовательной сферы, чтобы в процессе обучения школьников были приняты рекомендации по физическим нагрузкам и режиму. Михаил Мурашко также знакомился с ходом строительства корпуса для установки ангиографа, который возводится на территории республиканской больницы. Работы ведутся в строгом соответствии с техническим заданием, выданным Министерством здравоохранения. 15 июня у нас будет уже данный объект, все оборудование необходимое заказано, заказаны рентгенозащитные плиты, окна, все в соответствии со СНИПами, и срок все будет выполнен. И важный элемент все-таки энергообеспечение. Энергообеспечение объекта нам сейчас дают техническое задание в соответствии с требованиями под оборудование. И соответствующие объемы электроэнергии будут поставлены сюда. Давайте вы мне до 15 мая, Эдуард Валерьянович, мне доложил, что все вопросы технические по электроснабжению они урегулированы. Технически это все на неделе будет урегулировано. До 15 числа я хочу видеть точно, что у вас по материалам, по точкам подключения, по мощностям всего вам достаточно, чтобы мне это прям письменно это написать. Затем Михаил Мурашко ознакомился с ходом строительства республиканской детской больницы. Начальник УКС Демир Гамисони сообщил, что объект планируют сдать в 2026 году. Когда мы были в прошлый раз, Михаил Альбертович был на этаж ниже, весь пласт работ. Сейчас уже, видите, поднимается каркас большой. Проблем никаких технических у нас нет. Проект у нас согласован. Все ведется в соответствии с проектом, прошедшим российскую экспертизу. На сегодняшний день получен аванс в размере 191 миллиона рублей. В принципе, работы ведутся качественно и в срок. А здесь с электроснабжением откуда будет? Здесь с электроснабжением строится отдельная линия на детскую больницу и, соответственно, устанавливается трансформаторная подстанция первого типа с бесперебойным источником питания, с дизелем-генератором. А водоснабжение? Водоснабжение у нас централизованное, оно беспроблемное, тоже постоянно. Проекты по линии здравоохранения реализуются в Абхазии по поручению президента Владимира Путина и Бадры Гунба. Самый большой такой значимый проект – это, конечно же, здоровье детей и подростков, строительство детской больницы в городе Сухум и большая
работа по осмотру детей нашими специалистами из ведущих центров страны под руководством научного центра детей и подростков. Это диспансеризация деток в организованных коллективах и в том числе детей, которые находятся по состоянию здоровья на дому. Эффект от этой диспансеризации колоссальный. И еще один такой серьезный большой проект – это строительство подразделения для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это ангиографический кабинет. Оборудование уже все закуплено, и сейчас идут строительные работы подготовительные для монтажа. Мы планируем, что в июле месяце эта установка и этот кабинет должны начать работать, спасая здоровье как жителей республики, так и в том числе туристов, которые приезжают сюда на отдых. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыли в республиканскую больницу в Сухуме. Они встретились с Михаилом Мурашко и Эдуардом Бутба. Первому замруководителя администрации президента России рассказали о ходе детской диспансеризации. То есть мы до конца мая успеваем всех осмотреть. До конца мая всех желающих мы успеем осмотреть. Темпы диспансеризации хорошие, отклик тоже. У 11 тысяч детей впервые выявлены заболевания. То есть это все говорит о том, что эта работа абсолютно востребована и нужна, потому что первичная диагностика. В рамках договоренности, достигнутой ранее между президентом Абхазии Бадрой Гунбой и министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, Минздраву Абхазии передали передвижной флюорографический кабинет на базе КАМАЗ. Мобильный медицинский комплекс будет поставлен на баланс Кудаутской ЦРБ для обслуживания населения района. Врач сможет увидеть на снимках воспалительные процессы в легких, новообразования и народные тела инфильтрат. А в Творчал и Гагру передадут 2 стационарных рентгеновских аппарата. Сергей Кириенко также ознакомился с ходом строительства республиканской детской больницы и помещения для установления ангиографа. Все с вашей легкой руки, все пошло, поехало. Ну, это все, Спасибо вам большое. это все договоренности, то, что Бадр Зурабович договаривался, обращался к Владимиру Владимировичу Путину. Это поручение нашего президента. Ну, и вот хочу сказать спасибо и Михаилу Альбертовичу, который это оперативно курирует и помогает. Ангиографическая служба, когда будет работать, такое количество спасенных жизней здесь будет на территории республики. Мы хотим развиваться, мы хотим усиливать здравоохранение, поэтому и вот такие мощности закладываем. Когда заканчиваете? Я в середине июня, да, потому что потом приедет оборудование, ввод в эксплуатацию, и июль месяц, ну, такие сроки. То есть в июле должны ввести в срок ангиограф и начинать. Какое количество пациентов сейчас нуждается, вот, ожидается? У нас в год выезжает 750 человек на проблемы вот, именно кардиологического плана. Это и есть инфаркты, есть сложные случаи. Поэтому мы плотно взаимодействуем с Минздравом Российской Федерации. У нас сложные пациенты, все это федеральные клиники, это Чазовский центр, Бакулевский центр, Первая краевая, это Центр грудной хирургии, Краснодар. Мы со всеми взаимодействуем. И вот академик Бойцов, главный штатный кардиолог, приезжал, и мы все это смотрели. Мы в полном взаимодействии. Вот с Михаилом Альбертовичем бывает иногда через день на связи. Поэтому взаимодействие. Российские врачи помогут абхазским коллегам после открытия кабинета с ангиографом. На первом этапе подстраховывать будут российские коллеги, в том числе соотечественники. Еще 2 человек из Абхазии направят для подготовки в федеральные клиники России. Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили телемедицинский центр при республиканской больнице в Сухуме. С начала открытия там провели 78 консультаций по 35 пациентам. Центр медицины катастроф – это у нас такой ситуационный центр. Это, по сути дела, хаб. И он дальше подключает... Выходит на связь с Центром медицины катастроф, он вытаскивает того, кто нужен. Да, они в том числе, если нужно, подключаются с эвакуацией. И, соответственно, по какому профилю нужно, того и подключают. Причем здесь чем удобно, это вот сама сетка, она при необходимости, если нужно из разных центров подключить, положим, нужен ортопед, травматолог, где-то нужен гастроэнтеролог или нейрохирург, то, соответственно, они оказываются на связи все вместе. Центр телемедицинских консультаций открылся при республиканской больнице 20 февраля. Шазина Ханагу, Айнал Гвинджи, Абхазское телевидение.